Евангелие на абхазском языке впервые было издано в 1912 году. Работу выполнила группа переводчиков и священнослужителей под руководством Дмитрия Гулия. Тираж был очень маленький, всего 120 экземпляров в двух форматах. Один среднего размера, так называемый требник, для использования во время крестин, венчаний или панихид, а второй в большом формате, для богослужений в храмах. Были еще и подарочные издания с дорогим оформлением из кожи и драгоценных металлов. Мы, в принципе, знали о существовании Евангелия в переводе Дмитрия Иосифовича Гулия еще в 1912 году, что она была сделана таким определенным тиражом. Из них 12 подарочных изданий. Один из них был адресован императору Его Величеству Российскому, она поступила в Национальную библиотеку Санкт-Петербурга. И вот, коллеги, находясь в 2016 году в Санкт-Петербурге на форуме культуры, книга «Культура, образование и инновации», где были приглашены национальные библиотеки стран СНГ, в том числе и я, конечно, я ознакомился с фондом Национальной библиотеки Санкт-Петербургской. Мне они продемонстрировали Евангелие на абхазском языке с замечательным переплетом, которая была подарена экземпляр императору. Изначально цифровую копию планировали приобрести у Национальной библиотеки Санкт-Петербурга. Но не найдя финансирования, вопрос на несколько лет повис в воздухе. И только в прошлом году в рамках культурного форума в Сириусе в Абхазии состоялась выездная сессия библиотекарей, и представители Петербургской библиотеки передали в дар абхазским коллегам электронную версию издания. В таком виде, знаете, вот видите, флешечка, вот в таком виде официально на сессии, на семинаре он нам его подарил. С правом распечатать его, он дал нам разрешение на это. Ну, естественно, мы стали искать другие источники. И, наконец-то, появился такой некий артель. Там есть такой Даур Гумба, который может переплетать, может распечатать и сделать книжечку. Калькуляция большая. Одна книжечка стоит 67 тысяч. Но в 3 экземпляра заказали. Я думаю, страна от этого не победнеет, но зато мы будем это, понимаете, издание, которое было адресовано. Вот она, первая страница, его императору, величества, российскому императору, экземпляр. Это один из 12 подарочных переплетов. Подарочное Евангелие было издано в формате чуть больше А3, 31 на 45 сантиметров. В нем 368 страниц, есть иллюстрации. Копия будет создана с использованием цифровой печати, но все остальное выполнят по правилам репринта, то есть максимально приближенно к оформлению оригинала. Поэтому один экземпляр стоит почти 70 тысяч рублей. Во-первых, материалы, которые будут использоваться, только природные. Допустим, клей, казеин и рыбный клей. Кожа только натуральная и только телятина. То есть как она изначально так делали. Потом будем использовать, не чисто серебряные накладки, конечно, а посеребренные будем ставить накладки туда. Может, позолоченные, пока еще не приняли решение, серебро или золото. То есть там очень много металла будет, там замки. И это все не штамповка китайская, это все литье будет. То есть сперва из бронзы льется, потом это анодируется, потом это покрывается. Там сложная процедура. На выполнение заказа уйдет около полугода. Один из 3 экземпляров останется в распоряжении Национальной библиотеки имени Ивана Попаскир. Директор библиотеки Борис Чолария очень хотел бы выкупить из частной коллекции оригинал издания 1912 года для фонда редких книг, но это оказалось недешево. Они, к сожалению, сегодня по всей России, ведь Россия получала обязательные экземпляры всех изданий. Таким образом, она и в Санкт-Петербургскую библиотеку попала. Вот. К сожалению, все эти тиражи утеряны. И в Абхазии они не сохранились, и в других. Единственное, откликнулся один человек из Израиля, из Хайфы, что у него эта книжечка есть, и выставил его за 250 тысяч рублей. Но с оплатой его доставки почтовые расходы покупателя тоже, он там указывает. Ну, естественно,
Мы тут как-то более-менее решили. Но этот экземпляр тоже интересен будет для страны, для того, что это как наследие документа печати. Это тоже надо иметь. Первое Евангелие на абхазском языке выполнено с использованием дореволюционной орфографии, в которой применялось более 30 графических символов, незнакомых современному абхазскому читателю. Увидеть электронную версию требника 1912 года можно на сайте Священной митрополии Абхазии. Надежда Боровикова, Сосрыкуагуха, Абаза ТВ.